встречаем новую реликвию, созданную руками лучших мастериц страны, вышитую карту России. Такой вышитая карта страны предстала перед первыми зрителями. Поприветствовать ее пришли и представители народов России, проживающие в Чувашии, и соседи из бывших союзных республик, и гости из далекого зарубежья. Искали свои узоры, восхищались мастерством других народов. Карта словно перенесла всех сквозь века, когда люди, заселяя безграничные просторы России, знакомились друг с другом, обменивались культурными традициями. И по сей день мы без труда читаем вышитые заветы предков: «Живите в мире и согласии». Ты понимаешь, чьей ты земли уроженец? Какая огромная наша страна Россия! Сколько в ней таинств, оберегов, мыслей, замечательных народов, песен, сказаний, ремесел, да перечесть невозможно. Вышитую карту России создали всего за полгода. Такой творческий подъем овладел мастерами. Позже они признавались, ощущение единства, духовного родства поддерживало и помогало даже на расстоянии. Такая своеобразная медитация. Садишься, вышиваешь, думаешь об этой карте, представляешь, что еще и другие люди тоже стараются, готовятся, и нужно было и к сроку успеть, и понимаешь, что это большая ответственность, что в это дело очень многие люди вкладывают свои силы, свои умения, мастерство, и нужно было как-то постараться не отстать от них, тоже показать на должном уровне, сделать что-то прекрасное. Для меня вот эта ценность, что говорят, там тепло идет, и все в том, что все беспрекословно согласились и отдали вот все самое лучшее. Никто не отмахнулся, так, Анна, заберите, все. И отнеслись вот сердечно к этому. И поэтому такой результат. Никогда не погибнет народная культура, никогда Россию вообще не победить ни в каких ситуациях. Большой выход вышитой карты России в свет состоялся спустя несколько дней на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Сколько участников и гостей форума сфотографировалось на ее фоне за 4 дня, подсчитать не удалось. Собственно, не было ни одного человека, который бы не воспользовался этой возможностью. Не меньше просмотров у электронной версии карты, созданной специалистами газовой отрасли. Вышел каждый свой регион, а потом эту карту сшили. Вот точно так же, как идет газификация регионов Российской Федерации, потому что мы сшиваем нашу карту этими нашими газопроводами. Вышитая карта России – уникальное явление. Все, кто его видели, говорили о том, что ощущали тепло, свет, силу, идущую из глубины веков. Примечательно, что полотно живое. Мы все стали свидетелями присоединения еще 4 новых регионов страны – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И, хотя было много волнений, дойдут ли посылки, успеют ли мастера, все сложилось удачно. Впрочем, иначе быть не могло. Ощущается радость, вот то, что мы вместе. Наконец-то они вернулись. Нравится, очень нравится. Тепло, радость, гордость за свою страну. Обновленную карту с 4 новыми регионами представили всем участникам проекта 12 декабря. В Театре «Русская песня» в Москве собрались и мастера вышивки, и художественные руководители, и дизайнеры, и работники культуры. Словом, все, благодаря кому появился на свет этот шедевр. Объединив усилия, мы с вами еще раз продемонстрировали, насколько разнообразна наша страна, но тем самым красиво, непобедима и способна объединиться как через искусство, так и через другие составляющие нашей жизни и ответить на любые вызовы. Вышитая карта России, над которой трудились более 200 мастеров из 89 субъектов Российской Федерации. В этом уникальном полотне не только многообразие национальных вышивок, но и богатейшее историческое и природное наследие, выраженное в узорах и символах. Создать такой сакральный символ всей России – это очень замечательная идея. Это действительно то, что будет, надеюсь, беречь Российскую Федерацию. И большое спасибо, что приняли нас в последний
последний момент, уже после презентации карты. Да. Вот, я говорила, что мне очень нравится эта ситуация, когда мне написали ваши коллеги, что все в порядке, мы вас к карте пришили. Вместе с картой в Москву привезли и выставку «Панно». По замыслу организаторов укрупненные фрагменты позволили бы зрителям более детально познакомиться с техникой и особенностями той или иной вышивки. Однако мастера проявили фантазию, и в итоге получилось уникальное собрание самостоятельных произведений народного искусства. Очень теплые впечатления, и масштабность, разнообразие просто поражает. Более 700 учениц, мастериц, взрослых детей мы обучили у себя в районе. Это очень приятно, что и дети, подрастающее поколение, хотят знать, обучаться, приходят. У нас много студий, кружков. В наших вышивках вообще перестали существовать черные цвета. Мы уходим от черных цветов. У нас красные, синие, не черные, не черные. Черного мы уже насмотрелись. У вышитой карты России есть свой сайт в интернете, где представлены не только работы, но и мастера. Вышло в свет специальное издание, посвященное истории уникального полотна. Спрос на книгу настолько высок, что пора подумать о дополнительном тираже. Совсем недавно стало известно, что проект «Вышитая карта России» стал лауреатом 3-й Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2022» за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Но самое главное, у большой карты начали появляться дочки. Один за другим субъекты Российской Федерации обзаводятся собственными вышитыми изображениями. Мы очень рады, что начало, положенное в Чувашии, оно получает такое яркое продолжение. С июня 2022 года вышитая карта России и коллекция образцов народной вышивки экспонируются в Чувашском национальном музее. Это уникальный объект, который нужно охранять и сохранять, и при этом показывать максимально большой зрительской аудитории. Такова миссия всех шедевров. И вышитая карта России, и коллекция «Панно» – это единственный визуальный, материальный результат Года культурного наследия. И поэтому неудивительно, что Минкультура России приняла решение, что экспозиции, где они представлены, обязательно должны войти во всероссийский культурно-познавательный маршрут «Многоликая Россия». Мы вас ждем в Чувашии. Приходите, мы вам все покажем, расскажем и, может быть, еще и научим вышивать.